Владимир Уйба встречается с бизнес-сообществом региона для большого конструктивного диалога по поводу совместного решения проблем предпринимателей. Одну из них он озвучивает еще в начале разговора. Коммерсанты опасаются второй волны ковида и что опять придется закрываться. Но при этом ничего не делают, чтобы этого не допустить. При этом заходим в магазины, заходим в общественные места и все равно не одеваем маски. Не одеваем. Почему? Вот нет ответа. И заболеваем. Сегодня 43 вновь заболевших. Из них 22 Сыктывкар. То есть мы набираем объем прослойки. Ну хорошо, только мы опять можем его набрать слишком быстро и резко. Правительство Коми, в свою очередь, работает над улучшением условий для предпринимательства. Если говорить о господдержке малого и среднего бизнеса в республике, то по сравнению с прошлым годом объем средств, направленных из регионального бюджета на эти цели, в 2020-м вырос в 16,5 раз. Кроме того, оказана финансовая помощь муниципалитетам на компенсацию выпадающих доходов. Общая сумма – 312 миллионов рублей. Тем не менее, у предпринимателей есть на что сетовать, например, на высокие налоговые ставки, из-за чего некоторые бизнесмены бегут в соседние регионы, в тот же Киров, где более благоприятный климат. Специалисты уверяют, проблема решается. У нас на сегодня республиканским законодательством принято снижение ставок, начиная с 2020 года, с 1 января 2020 года, по налогу по упрощенной системе налогообложения, то есть у нас по объекту дохода 6% ставка снижена до 3% и 15% ставка, которая взимается с объекта дохода расхода, она снижена до 7,5%. В отношении налога на имущество у нас также осуществлено снижение ставки до 1%. В отношении объектов, по которым налог исчисляется с кадастровой стоимости. Ухтинцы пожаловались на недостаточную информированность по программам господдержки, как федерального, так и республиканского. Просили это сделать в режиме одного окна. Как оказалось, подобная структура уже есть. В Центре развития предпринимательства есть телефон горячей линии, куда звонят бизнесмены за консультацией. Со всего региона совершенно бесплатно. Минэкономики тоже, в свою очередь, организует встречи с бизнесом. В начале года был разработан совместно с общественными организациями, с муниципалитетами такой совместный план посещения центром «Мой бизнес» муниципалитетов. Мы используем площадку вашего бизнес-инкубатора БГТУ. Вот сейчас все послабления сняты, мы начали поездки. И еще одна хорошая новость для предпринимателей. Сегодня правительством отрабатывается вопрос создания лизинговой региональной компании до конца сентября. Уставный капитал будет сформирован за счет резервных средств региональной казны. Приоритетные предприятия Коми смогут воспользоваться льготными ставками. Чтобы, во-первых, она была наполнена деньгами, чтобы она могла работать, чтобы у нее был инструмент финансовый. И, конечно, это будет республиканская лизинговая компания, где мы будем четко и жестко контролировать все и процентные ставки по лизингу, и условия контракта, чтобы они не были кабальными. Это самое главное. Кроме того, правительство республики подготовило для рассмотрения на федеральном уровне предложение по введению моратория на проверку предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2020 года. Анастасия Тюрина, Елена Кононова, телеканал Юрган.